Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам, хурматлы ватандашлар! Сердар, твои менты думают, что никто не догадается в преследовании Разыгуль Балтаевой, если использовать детей. В бывшем районе Джейхун, города Туркменабада, в коммерческом магазине работает Гульзар и ее муж Мурат из Хаджамбасского Итрапа. Причем прямо напротив полицейского участка. У них 3 детей. И менты, чтобы припугнуть Разыгуль Балтаеву, заставили ихних 2 дочерей, 13 и 9 лет, из их семьи избивать внучку Разыгуль Рейхан. Эта бедная Рейхан лечится в больнице. А родители этих девчонок, избивших Рейхан, не понимают, что это может привести к уголовной ответственности. В этой ситуации особого ума не надо, чтобы понять, что ваши участковые продолжают преследование Разыгуль Балтаевой, подло прячась за действия несовершеннолетних детей, Гульзар и Мурада, родители которых угождают этим ментам. А именно это участковый Рахманов Акмурат, который натравливает соседей. Именно ты, Акмурат, я к тебе обращаюсь, дал разрешение продавать спиртные напитки в этом коммерческом магазине. При этом другим людям, которые на таких ментов, как ты, Акмурат, не работают, не разрешается продавать спиртных напитков. Я вам больше расскажу, что происходит в городе Туркменабад. 16 мая 2024 года этот Акмурат, участковый полицейский, Акмурат Рахманов, был пьяным за рулем. В результате этот Акмурат не смог управлять машиной и попал в аварию. Это происшествие произошло в месте Косе-Кую. Хочу отдельно отметить, что дождя в тот день не было, и за рулем сидел сам участковый полицейский. Сейчас они хотят сказать, что за рулем сидел не он, а тот, кто погиб, Мурадов Алтамурат. Семья ничего доказать не может. При этом этот убийца в погонах нормально себя чувствует, потому что он прикрыт высшими представителями во властных структурах Ашхабада. Там еще пострадал парень, Алишер, но это дело всячески хотят замять. Так вот, вначале, когда он натравил и преследовал ребенка Разыгуль Балтаевой, никто на это не обратил внимания. А то, что с ребенком могло случиться по вине ваших 2 девчонок, которые напали на Рейхан, избивали ее, в результате чего она получила сотрясение мозга, ни правоохранительные органы, никто на это внимание обращать не хотел. В Туркменистане есть такая замхакима Джумаева. А тебе что надо от этой бедной женщины? Ты считаешь, что это нормально, да? Избивать 10-летнюю девочку, чтобы она лечилась в течение уже полугода, чтобы она лежала в больнице, смеяться над ними, что они такие бедные, и что даже выступление в ООН ничего не значит для тебя, что ты такая прям привилегированная, и что тебе все позволено. Когда ребенок упал в обморок, ты даже никак не среагировала, когда проводила то заседание в Хикимлике. Тебе было смешно. Ты даже не отдала распоряжение вызвать скорую помощь и оказать ей первую помощь, когда Рейхан упала в обморок в твоем присутствии. Тебе так было весело? Вы что там уже, совсем с ума сошли? Эта Джумаева возомнила из себя царицу, помыкает людьми, веселится от того, что она такая недосягаемая, богатая, а эта бедная Разыгуль никто. Народ Туркменистана, люди, до каких пор вы будете терпеть весь этот ужас? И до каких пор вы будете смиряться со всем этим бесправием? Люди, вами управляют бесчувственные, высокомерные твари. Этой замхакиму очень весело. Она прям в лицо, в присутствии всех своих подчиненных, высмеивает Разыгуль, издевается и говорит, что ты хочешь,
чтобы еще за тебя платили в этой клинике? Ты за деньгами сюда пришла? Да, за деньгами, Джумаева. Я тебе отвечаю, она пришла именно за деньгами. А что тебе удивительного? Ты же задала такой вопрос, и тебе было весело и смешно. И я тебе повторяю, эта семья обязана была заплатить Разыгуль и нести ответственность за поведение своих детей. Эти девчонки напали и избили, при этом нанесли Рейхан телесные повреждения. Тебе что смешного в этом? И да, они должны, просто обязаны заплатить за лечение и возместить ущерб ее здоровью. Что тебе смешного, скажи мне? Ты что там сидишь, вся такая умная? Тебе, значит, нужны деньги, а бедным людям не нужны деньги? Ты что, честным трудом заработала? У Разыгуль пострадал ребенок. Она подверглась нападению и избиению. И она имеет право на возмещение нанесенного ей ущерба за здоровью ребенка. Вы там, я смотрю, с жира уже бесишь. У вас мозги отлетели. Бессовестная ты тетка, халявщица. Смеешься, сидишь, потому что ты богачка? Если ты зам Хакима, это что, тебе позволено так себя вести и издеваться над людьми? Да, они народ. И ты хоть и зам Хакима, но ты обязана работать в рамках выделенных тебе полномочий. А это значит, что если ребенок был избит, и у нее была травма головы, она получала лечение, то та семья, дети которой напали, избили ребенка, они обязаны нести наказание. И да, Джумаева, эта семья обязана оплатить лечение Разыгуль Балтаевой, потому что она ее опекун. Тебе что там непонятного и смешного? Я не понимаю причину твоего торжества по факту избиения и травмирования ребенка. Значит, ты такая прям уверенная, что ты так и будешь сидеть на этой должности, и тебе можно ехидненько издеваться над народом, высмеивая их бедность, народ Туркменистана. По какому праву эти люди богатеют за счет всех нас и еще смеются над всеми нами? Эту зам Хакима назначил ты, Сердар. Значит, это ты делегировал ей такое особенное право, что ей позволено вот так себя вести. Это ты, Сердар, замешан в этом административном беспределе. Ответь, ты же якобы президент. Сердар, это что за такая система, что вы создали с отцом? Значит, ментам можно вот так пить, употреблять наркотики, убивать людей при всем честном народе, бегать по дворам в нетрезвом виде, как, например, это делал Рахманов Акмурат в Туркменабаде, издеваться над людьми, ломать им руки, забирать их в участке, вымогать с них по 100 манат, если они, видите ли, пьяные, совершать аварии, убивать людей. Сердар, народ же знает правду. Там же все вокруг люди живут. Все знают, все слышат и все видят. В стране ситуация ужасная. Люди, народ Туркменистана. Если в дом пришла беда, вы же все вместе, вы рядом, вы все видите и слышите. И не делайте вида, что, видите ли, если эта беда пришла не в ваш дом, то можно не обращать внимания. Сегодня эта беда не у вас дома, а завтра у вас. Не закрывайте глаза на происходящее, поддерживайте друг друга. Только так мы сможем победить эту диктатуру, только так мы сможем добиться защиты своих прав. Народ имеет право. Халкын Хакывар.